эфире новости, в студии Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Вот главные темы. Сегодня последний день голосования по поправкам в Конституцию. Жители Якутска активно высказывают свою позицию на дому. С завтрашнего дня в Якутии снимут ряд ограничений по коронавирусу. Однако режим повышенной готовности до сих пор действует. Сегодня Якутия впервые празднует День национальной печати. Общественность возложила цветы к памятнику Василия Никифорова Кюльмнюр. Президент России Владимир Путин призвал всех граждан страны проголосовать по поправкам в Конституцию. Он отметил важность каждого голоса в своем обращении, прозвучавшем накануне в Ржеве. Глава государства поблагодарил всех посетивших избирательные участки и подчеркнул, что поправки к Конституции России вступят в силу только при одобрении и поддержке граждан страны. Мы голосуем не просто за поправки, облеченные в четкие правовые нормы. Мы голосуем за страну, в которой хотим жить, с современным образованием и здравоохранением, с надежной социальной защитой граждан, с эффективной властью, подотчетной обществу. Мы голосуем за страну, ради которой работаем, и хотим передать нашим детям и внукам. Потому уверен, каждый из вас, принимая столь важное решение, думает прежде всего о своих близких, опирается на ценности, которые нас объединяют. А это правда и справедливость. Это уважение к человеку труда, к людям старших поколений. Это семья и забота о детях, об их здоровье, нравственном, духовном воспитании. Поправки в основной закон в случае вашей поддержки закрепляют эти ценности и принципы как высшие, безусловные конституционные гарантии. Стабильность, безопасность, благополучие и достойную жизнь людей мы можем обеспечить только через развитие, только вместе и только сами. Именно на нашей ответственности, на наших искренних чувствах патриотизма, заботы о Родине держится суверенитет России. Так же, как и на уважении к своей истории, культуре, к родному языку, традициям, к нашей памяти о достижениях и свершениях наших предков. Вновь обозначу свою позицию. Она четкая, неизменная и абсолютно твердая. Обновленный текст Конституции, все предложенные поправки вступят в силу только при вашем одобрении, при вашей поддержке. Прошу вас, дорогие друзья, сказать свое слово. Голос каждого из вас самый важный, самый главный. В целях безопасности горожан в этом году приняты масштабные санитарные меры. Например, голосование на дому. Количество желающих высказать свое мнение в таком формате в столице региона достигло около 1500. Для этого нужно позвонить в свой избирательный участок. Уточнить его номер можно на горячей линии. Я только что проголосовала. Рада, что приняла участие в голосовании. Когда сказали, что есть возможность пригласить членов комиссии по адресу, то я решила воспользоваться, так как уже давно сижу на самоизоляции и в отпуске нахожусь, уже более 100 дней. Появляется уже страх от массы людей, и нахожусь в группе риска, поэтому решила впервые воспользоваться вот такой возможностью, скажем. И всю свою сознательную жизнь с 18 лет ни одного случая выборов не пропускала, поэтому я довольна, спокойно выразила свое мнение и надеюсь, что буду поддержана в этом мнении многими.
О том, как проходит голосование на одном из участков столицы региона, готов рассказать наш корреспондент Дмитрий Тымыров. Он отправился в поселок Газовиков и сейчас выходит на прямую связь со студией. Дима, добрый день. Насколько активно голосуют жители окраин города? Анастасия, здравствуй. Сейчас мы находимся на одном из УИКов, который расположен в поселке Газовиков, 32-й школе. Это УИК 764. Как вы видите, здесь у входа избирателей встречают работники УИКа. Они непосредственно им раздают одноразовые перчатки, защитные маски, а также дезинфицируют их руки. Далее давайте пройдемте в зал, где непосредственно идет само голосование. Здесь хочется отметить, что, как отметил председатель, с начала дня голосования, а это с 25 июня, на этом участке проголосовало около 700 человек. А с начала сегодняшнего дня здесь уже отдали свой голос по поправкам Конституции около 200 человек. Также хочется отметить, что всего на этом участке должны проголосовать около 2000 человек. И, как нам сообщила председатель данного участка Диана Дмитриевна, люди также обращаются на вызовы, то есть приглашают их на вызовы. И по каким причинам они их зовут к себе домой, нам расскажет председатель УИКа Диана Дмитриевна. Диана Дмитриевна, еще раз здравствуйте. Но расскажите, по каким причинам они вас зовут к себе и насколько активно у вас ведется сегодня работа. Ну, на сегодняшний день, как мы говорили, по сводкам на 14 часов у нас проголосовало всего 700 человек, из них в помещении 530 и вне помещения 170 человек. Ну, причины бывают разные. Это пожилой возраст, это люди-инвалиды, это люди, находящиеся на самоизоляции, это женщины, которые находятся по уходу за маленькими детьми. Ну, в основном вот эти причины. А с каким настроением люди приходят голосовать и что они вообще говорят? Ну, люди очень активно идут на сегодняшний день. С утра буквально с 8 часов у нас участок, двери не закрываются, и люди очень активно идут. И молодые, и люди в возрасте. Ну, а я хочу в конце сказать то, что в отличие от центра, конечно, здесь такового наплыва людей нету. Люди приходят здесь, можно сказать, пачками, приходят и уходят. День еще не завершился, голосование продлится до 20 часов вечера. Далее уже будут оглашены результаты этих избирательных участков. Более подробно мы будем следить за развитием событий в наших новостных выпусках. Анастасия, на этом у меня все. Дима, большое спасибо. Я напомню, что на прямой связи со студией был наш корреспондент Дмитрий Тымыров. А в Ленском районе уже почти 40% избирателей исполнили свой гражданский долг. Максимальное количество проголосовавших на 11 часов зарегистрировано на Фурманском, Связевском избирательных участках в Ленске. Среди сельских лидируют Мурбайский, Беченчинский и Наторинский на Слега. В таких крупных поселках, как Витимы и Пеледой, явка пока невысокая. Всего за дни голосования высказали свою позицию почти 11 тысяч человек. На строительном избирательном участке в Ленске ситуация схожа с другими. Большого потока пока не наблюдается. Желающих проголосовать на дому пока было всего 7 человек, но члены комиссии до 17 часов сегодняшнего дня еще будут принимать заявки от категории граждан, нуждающихся в выездном голосовании. К ним также относятся и те, кто находится на самоизоляции. На 11 часов сегодня проголосовало 33%. Вчера, после закрытия избирательного участка 8 часов вечера, то есть мы посчитали количество проголосовавших, было 30%. Ну, сказать, что намного больше сегодня идут, пока не можем, потому что люди идут понемногу, не очень активно, да, поэтому мы всех призываем, пожалуйста, приходите к нам. В Нерюнгринском районе работают 34 избирательных участка. Активность граждан растет с каждым часом. На участки приходят целыми семьями. С 25 по 30 июня в районе проголосовали почти 18 тысяч человек. Как на участках, так и на предприятиях по месту непрерывного цикла работы и на дому. Всероссийское голосование за Конституцию. Обязательно надо пройти, проголосовать за тот пункт, который тебе хочется, который тебе нравится. Я вот, например, как пенсионерка, так мне все достоинства
пенсионные. Вот поэтому и пришли, голосуем. Мы пришли на голосование всей семьей, которая проживает в этом городе. Для чего? Для того, чтобы наша жизнь была лучше. Для того, чтобы наши внуки, которые вот сейчас вот бегают вокруг нас, им жилось хорошо. Надо же выразить свою там гражданскую позицию. К этому серьезно относимся. Космонавт Анатолий Иванишин во вторник принял участие в голосовании по поправкам Конституции. По сообщению Роскосмоса, он стал первым в мире человеком, проголосовавшим с орбиты. Космонавт имеет постоянную регистрацию в Москве, поэтому смог отдать свой голос дистанционно через специальный интернет-портал. С завтрашнего дня в Якутии снимут ряд ограничений по коронавирусу. В регионе эпидемиологическая ситуация нормализуется. Так, за последние сутки в республике выявлено 44 новых случая COVID-19. Больше всего заболевших в столице региона – 33 человека. Глава региона Асил Николаев отметил, что несмотря на снижение количества заболевших, в республике продолжает действовать режим повышенной готовности. Разрешается работа торговых центров без фудкортов и игровых зон. Также разрешается работа уже библиотек, музеев, туристических баз, мест, связанных с туристическими комплексами. Разрешается работа летних кафе до 0 часов, то есть чтобы они круглосуточно не работали. Разрешается работа организованных пляжей при соблюдении санитарно-эпидемиологических мер. При этом прошу понимать, что режим повышенной готовности по республике он сохраняется. Ряд ограничений остаются в целом по всей республике, в том числе, например, на проведение массовых мероприятий, на работу объектов кинотеатров, например, мест общественного питания некоторых. Также остается масочный режим, который необходимо соблюдать, опять же, по тем требованиям, которые были установлены ранее. В Нерюнгри прошли рейды по салонам красоты. Районный оперштаб и сотрудники Роспотребнадзора проверяют, как косметологические кабинеты соблюдают меры предосторожности. В рейд отправилась и наша съемочная группа. Начался рейд с одного из первых салонов, открывшихся в Нерюнгри, по сей день остающимся одним из самых популярных. Посетителей на момент рейда не оказалось. Администраторам были соблюдены все предписания Роспотребнадзора. Следующий визит был в соседний салон. Помещение просторное, поэтому и дистанция между рабочими местами 3 метра. Зоны маникюра и педикюра изолированы друг от друга и имеют площадь более 15 квадратных метров. Ну, как и везде, как по всем требованиям, да, в первую очередь это дезобработка, антисептики обязательно для рук, да, для помещения. На входе у нас сразу стоят одноразовые салфеточки, спиртовые такие салфеточки, вот есть антисептик для рук и дезинфицирующие средства. Ну, потом также в масках обязательно. В третьем по списку салоне красоты также не выявлено нарушений в предписании к работе. Сотрудники администрации Роспотребнадзора фиксировали наличие антисептиков, термометров, а также наличие масок и перчаток как на персонале, так и на клиентах. Антисептик для клиентов, для ручки, масочки обязательно, перчатки, если не на маникюре сидят. И после клиента обязательно проветривание. Кварцевальная лампа, рециркулярка и жавельянчик. Многие возмущаются, что нечем дышать, неудобно сидеть. По-другому никак, только так. Либо так, либо домой. В салонах, которые мы успели посетить, регулярно проветривают помещения, принимают клиентов по предварительной записи. Согласно решению оперативного штаба Нерюнгринского района, были проведены совместные рейдовые мероприятия администрации района, города и нашей службы. Во-первых, это объекты бытового обслуживания, которые открылись совсем недавно, с 15 числа, и они показали весьма высокий уровень подготовки для работы в условиях распространения коронавирусной инфекции. Как признаются сами сотрудники салонов красоты, после такого длительного периода изоляции они согласны соблюдать все необходимые предписания, чтобы не оставаться без работы. Александра Цыбикова, Сергей Козюра, Нерюнгри. 198 природных пожаров действуют на территории Якутии. Это последние данные авиалесохраны. Площадь активного горения более 2 миллионов гектаров. За сутки возникло 49 очагов и 22 ликвидировано. Угрозы для населенных пунктов и объектов экономики нет.
Сложная обстановка сохраняется на территории Абыйского, Верхнеколымского, Верхоянского, Жиганского, Кобяйского, Мирнинского, Усть-Майского, Среднеколымского, Тампонского и Эвено-Бытантайского районов. На тушение лесных пожаров привлекались 900 человек и 90 единиц техники. С сегодняшнего дня начались дополнительные выплаты на детей до 3 лет и от 3 до 16 лет. Чтобы получить материальную поддержку, не нужно никуда обращаться. Она назначается единовременно в беззаявительном порядке на основании ранее предоставленных в пенсионный фонд заявлений. Если родители и опекуны не оформляли прежние пособия, то они могут сделать это до 1 октября. Заявление на материальную поддержку можно подать дистанционно на портале госуслуг или непосредственно обратившись в МФЦ или пенсионный фонд. Между тем, единовременную выплату в размере 5000 рублей перечислили выпускникам школ Якутии. Это поддержка выпускников 11 классов республики и их родителей из-за ситуации с коронавирусом, инициатором которой стал глава Якутии Айсын Николаев. Те, кто не успели по тем или иным объективным причинам подать заявление, могут сделать это вплоть до 1 сентября. Финансирование расходов на выплаты осуществляется за счет средств резервного фонда правительства республики. Сегодня Якутия впервые празднует День национальной печати. Он был учрежден 13 февраля этого года. День выбран не случайно. 1 июля 1907 года была издана первая газета на якутском языке под названием «Саха Дейдута». У ее истоков стоял выдающийся сын народа Саха Василий Никифоров Кюлемнюр. Для издания газеты на якутском языке по его инициативе из Санкт-Петербурга была привезена печатная машина и заказан специальный шрифт. В этот знаменательный день общественность республики возложила цветы к памятнику Василия Никифорова Кюлемнюр. Мы продолжаем выпускать газеты. У нас также выходит Якутия Саха-Сире. Но при этом мы сейчас оставляем, скажем так, цифровой след. Мы попали в словарь Яндекс, да, якутский язык. Мы сейчас работаем над тем, чтобы якутский язык попал в словарь Google, Facebook и других больших платформ. Потому что если вас нету в цифре, языка как бы уже и нет. Поэтому задача Министерства цифрового развития, чтобы якутский язык попал во все словари всех больших баз данных. Обладателем первого места 11-го международного фестиваля портретного мастерства «Арт-портрет» в Москве стала художник-любитель из Якутии Лена Томская. Известная как спортивный деятель, организатор заграничных турниров по масс-рестлингу, теперь открылась с новой стороны. В свободное от спортивных помостов время Лена Томская пишет картины и завоевывает призовые места в живописи. О произведениях Лены Томской и творчестве якутянки расскажет наш корреспондент Айсена Бурнашова. В анфасы в 3/4, используя мастихин и масло, изображая пластичные формы и естественные изгибы. Всего на выставке портретов Лена Томская представила 5 своих работ. И у каждой из них есть своя история. Я занимаюсь продвижением нашего вида спорта масс-рестлинг. И в июле этого года должен был состояться большой турнир в Норвегии в местечке Фёфер. И это назывался «Вызов викинга». И вдохновленная этой темой, я просто даже есть персонажи конкретные, с которых я писала. Так героизация наших спортсменов. Лена Томская рисует в свободное от масс-рестлинга время и называет себя художником-любителем. Делать мир прекраснее своим искусством она начала еще 3 года назад. Она начинала с натюрмортов и анималистики, ну а сейчас в ее творческом арсенале свыше 80 картин, включая и выставленные портреты. Они написаны маслом, я рисую только маслом, мастихином. И абсолютно все произвольно. Портреты – это только часть моих работ, это не основной сюжет, который я просто так совпало, что выставка портретная. Всего же выставка собрала работы художников из 15 стран мира. При этом представить свои портреты могли как профессиональные художники, так и начинающие авторы. По завершению экспозиции все работы оценила экспертная комиссия. Мы пригласили к участию в работе жюри представителей лидеров в своих странах. Действительно мега уровень оценки. Более того, мы попросили членов жюри не просто оценить работу, а высказаться и написать несколько слов о тех работах, которые им больше всего понравились.
Особое внимание члены жюри уделили содержанию изображения, а также мастерству исполнения. По итогам арт-портрета Лена Томская заняла первое место в номинации «Религиозный мотив в портрете». И, как признается победительница, самое главное, она получила возможность реализации своего потенциала и подарила зрителям эстетическое удовольствие и наслаждение. Я отвлекаюсь от работы, полностью выпадаю в другое какое-то направление. В последнее время меня тянет какие-то фантазии, сказки, что-то в этом ключе. Наверное, я в этом найду себя. Я даже вообразить не могла, что я смогу что-то там нарисовать, да еще маслом на холсте, да еще выставка. Это просто какое-то вот, что-то нереальное. И мне кажется, если я могу, то любой человек может. Айсена Барнашова, Виктор Олесов, Москва. К этой минуте у меня пока вся информация. Не переключайтесь.